Третью неделю без электроэнергии живет частный сектор по улице Очиченко. Пенсионеры и молодые семьи с детьми вынуждены жить без света, готовить еду на костре и время от времени просить помощи у друзей и родственников. С подробностями Рудольф Сахаров. Валентина Дандарова вспоминает о цветочных клумбах, которые когда-то стояли в ее дворе. Сейчас участок женщины затоплен водой. Несколько лет назад вблизи частного сектора по улице Очиченко было засыпано озеро. На его месте появился бетонный завод, овощные склады и общежития для китайских мигрантов. Теперь грунтовые воды засыпанного озера топят участки рядом стоящих домов. Улицы заросли камышами. Район превратился в болото. С 2000 года нам выделили эти участки. Тут была, конечно, красота, все. У нас было, как говорится, деревья посадили, огороды мы завели. Но сейчас невозможно, потому что все топит нас. Деревья наши, вот березки у меня погибли, яблонька погибла, даже жалко. Хотим, чтобы на нас кто-то обратил внимание. Когда Рима Петровна получила участок в промышленном районе, она не думала, что бетонный завод станет ее новым соседом. По словам жителей района, территория, которую занимает предприятие, не принадлежит ему официально. В прошлом году предпринимателю был выписан штраф в размере 10 тысяч рублей. В администрации промышленного округа никто трубку не взял, а в комитете природоохраны и вовсе заявили, никакого озера там не было. Однако это еще цветочки, говорят жители улицы Очиченко. В 2002 году здесь было всего 6 домов. Мощности районной электростанции хватало. Спустя 14 лет количество домов увеличилось до 37. Электростанция не выдержала перенапряжения и загорелась. Теперь пенсионеры и молодые семьи с детьми вынуждены жить без света. У нас никакой средств связи нету. Телефон подзаряжаем в генераторах, если у кого есть, да? А готовим в основном в баллонах. Газ на баллоне. Однако газовые баллоны есть далеко не у всех. Валентина Дандарова готовит обед на летней кухне. Картина больше похожа на походные условия. Кастрюля, самодельная печь и дрова. Сколько дождливых дней было, значит, мы без горячего сидели, потому что невозможно было растопить на улице, значит, костер. И вот сегодня мы попробуем горячую пищу впервые после дождливых дней. Пройдя все инстанции, жители промышленного округа в затопленных домах и без света ждут помощи. Знают, что им могут помочь. Очень надеемся на то, что на нашу проблему обратила внимание мэр нашего города Александр Сергеевич Николаев, да, и даже вот до уровня правительства Егор Афанасьевич, чтобы обращали на наши вопиющие вот по сегодняшний день проблему, да, обратили внимание. Чуть меньше 2 месяцев остается до конца лета, и наши герои не хотят сдаваться. Говорят, еще не раз будут писать письма и требовать внимания к своей проблеме. Ведь всем хочется тепла и домашнего уюта. Рудольф Сахаров, Василий Соловьев. Новости столицы.